4 августа 1779 года большой пожар случился в Затверецкой части нашего города. Огонь уничтожил больше сотни деревянных жилых домов и 2 церкви. В 1855 году в этот день звание потомственного почетного гражданина Твери было присвоено Алексею Федоровичу Головинскому. Тверской городской глава, он прославился многими добрыми делами. И то, что звание этому было дано не случайно, он еще раз докажет в 1867 году, соорудив вал по берегу реки Тьмаки, который оградит этот район Твери от наводнений. 4 августа 1898 года в нашем городе проездом побывал Антон Павлович Чехов. С Тверского вокзала он отправил своей сестре Марии Павловне письмо. Из Твери Чехов направился к своим друзьям Морозовым в их Тверское имение Поповское. В 1905 году в этот день духовенство и прихожане встречали нового архиепископа Тверского и Кашинского Алексия. По традиции новый духовный пастырь отслужил молебен в Спасо-Преображенском соборе. 4 августа 1914 года в Твери прошел День флагов. Это была патриотическая акция, связанная с началом Первой мировой войны. В этот день любой житель города мог купить российский флаг или флаги стран-союзников. Вся выручка от этой акции должна была пойти на военные нужды. А в 1925 году в этот день сборная Твери принимала только что созданную в Москве новую футбольную команду, получившую название «Спартак». Похоже, что особого пиетета наши игроки в ту пору перед столичным клубом не испытывали и обыграли его со счетом 3-1. В 1977 году, 4 августа, на главном предприятии Калининского трикотажного объединения приступили к производству футболок и спортивных костюмов с символикой Московской Олимпиады. Правда, до самой Олимпиады оставалось еще 3 года, однако новая продукция сразу стала пользоваться большой популярностью. Над новой продукцией работает коллектив фабрики номер 2 филиала Калининского производственного трикотажного объединения. 3 спортивных костюма, изготовленные здесь, уже удостоены дипломов подготовительного Олимпийского комитета. Коллектив фабрики делает все, чтобы изделия с эмблемой Олимпиады-80 были аттестованы государственным знаком качества. А 2 годами позже, в 1979 году, в этот день троллейбусный маршрут под номером 3 соединил 2 самых больших микрорайона города – Южный и Юность. Новые дома, новые трассы. Водитель, как видите, тоже молод. Тане Михинде 24 года, но она уже одна из лучших работников троллейбусного парка. Позади профучилище, оконченное на отлично, позади учеба в вечерней школе, диплом о среднем образовании, 3 года за рулем и множество премий за ударный труд. Все водители на новом маршруте примерно одного возраста с Таней. Кстати, и микрорайон, которым следует сейчас Танин троллейбус, называется «Юность». И, наконец, 4 августа 1998 года городской фонд жилого займа продемонстрировал первый образец жилого дома, надстроенного мансардой. В этом здании на Тверской площади не только появился еще один этаж, но и были заменены все инженерные коммуникации, подведены газ и горячая вода.